Бурятия! Народный фольклорный ансамбль «Магдаал», город Улан-Удэ, Республика Бурятия. Руководитель, заслуженный работник культуры Республики Бурятия, заслуженный работник культуры Российской Федерации Алла Балдаева. Наша история на сегодняшний день уже составляет 45 лет. Моя поющая мама очень добрая, очень поющая, очень любящая, песню помнящая. Ее всегда приглашали на свадьбы. Потом она импровизатор прямо на ходу. Вообще бурятский народ удивительный, даровитый, талантливый. И вот мама пела, а потом говорит, моя сестра ее, какой-то хор ходит, какой-то кружок, и никак не могут, потому что собирались и тункинские, и селенгинские тогда. Вот они сваты, все свати, знакомые. А когда начинали петь, получалось по-разному. И вот моя тетка, солистка Мактала Агафья Бадмаевна Хамаганова, она почему-то забыла, что я хоровик. Ну, она далека от этого нашего искусства. Я уже работала в музыкальном училище, была заведующей хорового отделения. Она обратилась к Андрееву, композитору, а он ей говорит, тетя Гаша, ну зачем, почему вы ко мне? У вас же племянница ваша-то, Алла Галданна, она же хоровик, она же там заведующая, ну она же хором руководит. И вот, значит, она привела меня, они сидели в клубе «Строитель». Такие симпатичные, славные все, такие улыбчивые. Ну, послушала я, пришла, и Михаилу Лазаревичу говорю, ой, понять не могу. Все поют хорошо, а вместе никак не могут. Нет вот точки соприкосновения, чтобы они вместе спели, и чтобы у них это было настроение хорошее. И вот и Толя Андреев, и моя бабуля, как-то они меня взяли в оборот. Стала ходить. Сначала я, конечно, расстраивалась, что никак невозможно. Коли я хоровик, мне хотелось, конечно, чтобы хором пели, чтобы группа пела слаженно. А тут получается, что они не очень понимают. И стала искать вот. Ну и так потихонечку пошло. И вот в 1974 году мы в клубе пели, тогда клуб «Строитель» на улице Куйбышева, Великий Октябрь. И на праздник 7 ноября мы вышли на сцену клуба «Строитель». И сидел главный их управляющий, все. И вдруг он заплакал. Я смотрю, поют, значит, наши поют, я за занавесом так смотрю. И он вдруг, вот знаете, потом подошел и к этой бабушке, а пела Ульяна Даниловна Балдахонова. Это женщина с такой горькой судьбой, интересной судьбой. И судьба у многих была тяжелая. И тем не менее, как-то они оставались ужасно душевно щедрыми в смысле того, что помнили вот старинные песни. И в песнях они вот выражали свое вот чувство. Чувство потерянности, кто терял там своих. Чувство того, что они живут на такой земле. Земля наша прекрасная, красивая, щедрая. И они ее воспевали. И вот и поэтому мы любили вот эту песню все, какой бы он ни был, баргузинец или агинец, и все с удовольствием пели «Наране Галтеда». И вот так выучили, и ее пели с удовольствием. А Ульяна Даниловна пела песню своей стороны. Ну, будучи худари бурят, она пела, распевала твою западную сторону. И вот этот управляющий потом встал и ей руку поцеловал после концерта и говорит, бабушка, вы спели песню моей матери. А сам он оказался армянин. И какие-то вот истоки, интонации, а самое главное, чувство, которое она вот с каким чувством пела, вот его. И я так смотрела за дырочку и думаю, ничего себе, такой уважительный человек в годах, и вдруг у него слеза течет. То есть вот какая-то созвучная, знаете, нота была в этой песне, струна какая-то. И вот видите, независимо, что армянин, что бурятка пела, и он ее понял. И вот это меня, знаете, так задело. Думаю, надо же такое. И вот это меня подвинуло, и я стала с ними работать уже серьезно. И мои первые, которые пели, и не очень понимали, что мы пели. Мы пели именно
глубокой старины. Именно песни каждой своей стороны пел. И вот когда тогда называлось Сибирское отделение Академии наук СССР, это БНЦ МУНО, и они вот очень схватились за нас, вот именно первые, кто схватился и так отнесся очень серьезно к нам. Это они ученые, они приглашали столетие Тушемилова, потом какая-то конференция научная. Всегда приглашали, мы часто там пели. И в 89 году, в сентябре месяце, мы поехали в Улан-Батор и по всем районам нас возили. Даже на самолете летали в Гоби. Им было очень интересно. Они монголы певучий народ. И вот первые, и знаете, они так обрадовались и наградили нас гран-при. И вот это гран-при мы привезли в РЦНТ, потом какие-то подарочки, такое. Вот первый. В Алмате был конкурс фольклорный. И моей бабушки из этого уже такой большой концерт, разные коллективы, значит, даже откуда-то назывался Горный Тяньшанский, что ли, такой. В общем, слушали, там все ученые собрались, вот эти фольклористы, полный зал, студенты. И вот, знаете, на ура нас приняли. Нас забросали розами. Вся сцена была в розах. Но бабули наши вдохновились, воодушевились. Этот концерт, конечно, пошел на ура. Это наш второй такой большой, публичный, заслуженный еще успех такой был. И вот эти два концерта нас вдохновили и показали, что мы убедились, что фольклор этот наш бурятский интересен, особенно музыкантам, студентам, молодому поколению. И вот пошло, вот с тех пор мы стали ездить по всем странам. И вот мы приехали со всеми приключениями туда. 10 концертов только в одном клубе, всегда при полном зале. 10 концертов в одном. Потом в Париже. После этих 10 концертов в Голландию и в Бельгию. Но принимали это здорово, конечно, чего же говорить. И после Франции через год мы поехали в Америку, в 3 штатах: Айдахо, Юта и Монтана. Вот наши вспоминают скандинавские страны, мы ездили. Мы 2 раза туда по скандинавским странам ездили. Японцы нас пригласили с японцами. Там шикарный концерт, называется «Евроазия». В Австралии мы были в русском доме. Специально они собирали всех русских. Это иммигранты, это те, которые уезжали. И они потом попросили: а знаете вы русские песни? А как же не знаем? Знаем, конечно. И русские песни спели, и они тоже весь зал подпевал. В Сеуле вот там научный симпозиум какой-то был, и вот там мы в Сеуле познакомились, пели. Ну, так много стран. Но что одно, я просто в заслугу Макталу. Показывали свою старину музыкальную, свои народные песни, к которым относились очень внимательно. Надо сказать, что отношение было очень хорошее. Особенно во Франции, где мне пришлось одну и ту же песню 3 раза петь. Удивительно. И они 3 раза так хлопали. Явились из Бурятии пионерами фольклорного своего показа. Чисто бурятского. А самое главное, что мы не одного района, а мы показали Бурятию по кусочку, по одной песне, но мы показывали всю нашу этническую такую сторону. Работник культуры Республики Бурятия, заслуженный работник культуры Российской Федерации Алла Балдаева. Галте дала,
Все, мы выходим на сцену. Республика Бурятия. Руководитель, заслуженный работник культуры Республики Бурятия, заслуженный работник культуры Российской Федерации Алла Балдаева. Республика Бурятия, город Улан-Удэ. Народный фольклорный ансамбль «Махтаал», Республиканский центр народного творчества, руководитель Балдаева Алла Галдановна. Встречайте их. Поддержите их своими аплодисментами.